Электронная коммерция – это мост в будущее для предпринимателей Кыргызстана. С 2019 года она стремительно развивается благодаря улучшению интернет-инфраструктуры и росту популярности мобильных платежных систем. Умение и способность вести бизнес в электронном формате открывает огромные перспективы для предпринимателей. В этой связи ПРООН помогает правительству создавать условия для развития электронной коммерции. Однако развитию электронной коммерции в Кыргызстане мешают инфраструктурные ограничения, сложности с логистикой и высокая стоимость доставки в регионы, затрудняя выход предпринимателей на цифровые рынки. Для решения этих проблем и стимулирования развития электронной коммерции была запущена программа развития электронной коммерции на 2023-2026 годы. Ее цель – создать благоприятные условия для выхода отечественных производителей на глобальные цифровые торговые площадки и обеспечить доступ к новым рынкам сбыта. Благодаря ПРООН наши местные предприниматели получили доступ к программе Generations на RIP, которая дает им возможность обрести ту устойчивость и развивать свой бизнес не только на локальном рынке, но и на зарубежных рынках, то есть экспортировать свою продукцию, но также создавать новые рабочие места. В поддержку этих усилий программа развития ООН в рамках проекта содействия торговли в странах Центральной Азии, финансируемого правительством Финляндии, разработала и реализует инициативу Generations на RIP в партнерстве с бизнес-акселератором John Gold. Инкубационная программа Generations на RIP, реализуемая в рамках проекта ПРООН «Содействие торговли», предоставляет предпринимателям доступ к знаниям, технологиям и международным рынкам. Открытый конкурс привлек 542 заявки от предпринимателей из всех регионов Кыргызстана, что демонстрирует высокий интерес к развитию электронной коммерции в стране. 133 предпринимателя, включая 92 женщины, начали преинкубационное обучение. Бизнесмены из разных уголков Кыргызстана готовы развиваться и расти. Этот проект финансируется правительством Финляндии. Программа направлена на обучение предпринимателей навыкам работы с маркетплейсами. Надо отметить, что более половины из ее участников – это женщины, предприниматели, которые уже успешно применяют полученные знания и навыки для развития своего бизнеса в таких отраслях, как легкая промышленность, туризм, пищевая индустрия. Перед стартом обучения мы провели 6 сессий, где участники обсудили свои потребности и трудности в электронной коммерции. Эти встречи помогли настроить программу под реальные запросы бизнеса. Более 60 участников прошли онлайн-тренинги по электронной коммерции и бережливому стартапу. Оффлайн-сессии в Аше и Бишкеке собрали 94 предпринимателя и охватили темы финансов, маркетинга, исследования клиентов и работы на маркетплейсах. По итогам обучения были отобраны лучшие проекты для следующего этапа программы. Наша цель – использовать потенциал цифровой экономики для инклюзивного и устойчивого экономического развития. 52 предпринимателя начали обучение в инкубационной программе, которая длилась 16 недель. Перед стартом каждый выбрал одно из 3 направлений, соответствующее их целям. Работа с платформой Wildberries, работа с платформой Озон, продвижение через социальные сети. Каждое направление включало онлайн-лекции и вебинары по основам электронной коммерции, самостоятельное изучение материалов для закрепления знаний, индивидуальные консультации с экспертами для решения конкретных задач, мастер-майнд-сессии для обмена опытом и получения рекомендаций. Участники получили ценные знания и навыки, которые уже применяют для развития своего бизнеса. Мы очень гордимся, что Generations на RIP стала катализатором изменений. Предприниматели активно осваивают маркетплейсы, получая доступ к мировым рынкам. Мне было интересно слушать каждого ментора. Спасибо им вообще за участие, за внимательность, за открытость. В целом они все старались быть максимально открытыми, делились ценным опытом. То есть это было прям очень классно. Итоговым событием программы стал День презентации бизнес-проектов. 23 предпринимателя поделились своими достижениями, представили продукты и рассказали о необходимых ресурсах для дальнейшего развития своих бизнесов. 5 лучших проектов получили грантовую поддержку на сумму $15 000 США в виде оборудования, материалов, обучения и консультаций. Этот день стал важным шагом для участников, открыв новые возможности для их бизнеса. Участники подготовлены очень хорошо. В электронной коммерции в целом, я смотрю, многие компании, они нацелены, и их как основная платформа это будет через электронную коммерцию. Их вклад и их прогресс, у большинства, можно сказать, ощущается прогресс. Даже уже по этим опросникам они сделали улучшение. Электронную коммерцию мы до этого развивали, и очень много именно полезного я узнал на тренинге, как нужно дальше продвигать. И вне Кыргызстана. Мы на территории Кыргызстана только работали,
И сейчас площадка, именно ваш тренинг дал нам вне Кыргызстана работать, то есть выйти на площадку Озона. Вот мы вышли, сейчас активно торгуем там. Facebook внедрили, TikTok, ADS Manager, также внедрили TopLink, страничку, небольшой сайт создали, именно костного бульона. То, что обучение было онлайн, и каждому было удобно подключаться после работы. Индивидуальные сессии тоже очень много помогали. Мы в мастер-майндах обсуждали именно свои проблемы, получали много хороших дополнительных ответов на это. Для реализации программы было привлечено 22 экспертов-коучей, включая 8 постоянных и 14 приглашенных специалистов. Они разработали уникальные обучающие материалы, охватывающие ключевые аспекты: цифровой маркетинг, управление бизнесом и стратегии работы на онлайн-платформах. За время программы проведено 16 онлайн-тренингов, 50 мастер-майндов, 12 мастер-классов, 150 индивидуальных сессий. 45 предпринимателей улучшили свои знания в электронной коммерции. 16 участников начали продажи на маркетплейсах, из них 13 – женщины. Эти результаты показывают, как программа Generations NRI помогает предпринимателям Кыргызстана выходить на новые рынки и развивать свой бизнес. Программа Generations NRI, реализуемая ПРООН при поддержке правительства Финляндии и в партнерстве с бизнес-акселератором John Gold, помогла предпринимателям Кыргызстана адаптироваться к цифровой экономике, выходить на международные рынки и вносить вклад в развитие страны.